Ежегодно и безвозвратно исчезают десятки языков, и перед нашим народом лежит огромная ответственность как перед нашими предками, которые оставили нам богатое культурное наследие, так и перед нашими потомками. Народности огромной страны не должны стать среднестатистической единицей в графе национальность, численность которой будет с каждым годом сокращаться. Как раз сейчас по стране идет всероссийская перепись населения, в анкете которой и есть эта графа. Благодаря ей мы можем узнать о реальных цифрах многонациональности нашей страны. Узнать, почему так происходит, можно только услышав истории из жизни людей той или иной национальности и, объехав Ростовскую область, попробовать ответить на вопрос, что происходит с людьми разных национальностей в Донском крае в наши дни. Одной из общностей в этнической палитре Донского края, Северокавказского региона, являются татары. Поэтому изучение реальных аспектов истории и культуры татарского населения нашего края представляет интерес и является перспективным. Татарская диаспора является в Ростовской области шестой по численности, но на Дону всегда помнят о многих заимствованиях из татарской культуры, прочно вошедших в быт казаков. Слова «курень», «станица» тоже татарского происхождения, а сколько деталей костюма, взятых из того же источника, прочно закрепились в одежде жителей донских столиц. Ведь огромное количество. Первое упоминание о существующей на Дону группе татар, не смешивающихся со славянами и служивших московскому царю вместе с казаками, относится к 1623 году. В фольклоре также замечены именно донские татары, группа которых в 17-18 веках росла за счет рождаемости. И хотя многие казачьи роды имеют татарское происхождение, даже появилось слово «тумак», чтобы обозначить человека, у которого, скажем, отец казак, а мать мусульманка, в том числе и татарка. И я, как житель нашего региона, являюсь представителем тех самых тумаков. О донских татарах и о том, что происходит с национальностью в наши дни и какие изменения уже случились, об этом нам расскажет председатель Ростовской областной общественной организации Татаро-Башкирского культурного центра Якташлар Курмакаева Надия Хайдаровна. Надия Хайдаровна, расскажите нам, пожалуйста, есть ли у донских татар своя национальная особенность, какая-то отличительная черта, может быть, манера поведения? Я думаю, татары везде, как и на Дону, так и в любом другом регионе, отличаются это трудолюбием, гостеприимством и добротой. Донские татары очень тесно переплетены с казачеством, потому что и в казачьих войсках было очень много татар. Даже есть из письма Ивана Грозного, которые писали ему, что мы не можем принять все христианство, потому что среди нас есть бусурмане, то есть мусульмане. И поэтому именно, наверное, особенностью таких именно донских татар, связанных с казачеством, является, наверное, решительность, то есть умение отстаивать свои границы, умение защищать свои границы и стараться не растворяться в других народах, а ознакомить людей со своей культурой и со своими обычаями и традициями. Какие элементы из татарской культуры были заимствованы или ассимилированы на Дону? Сабантуй. Да, а давайте тогда теперь немножко про Сабантуй. Да, Сабантуй – это праздник плуга, праздник окончания полевых работ. То есть туй – это переводится как свадьба, а сабан – это плуг. И то, что это у нас такое веселое праздничество, то есть татары, они в основном работящий народ, поэтому как хорошо работаешь, так хорошо и отдыхаешь. Но хочу сказать, что все сабантуи проводились всегда безалкогольные. То есть это не значит, что сабантуи и какие-то гулянки, что-то еще нет. Это песни, танцы, конкурсы, призы, подарки, веселье, смех. В этом празднике всегда участвуют от мала до велика. В Ростове-на-Дону Сабантуй проходит с 2003 года, почти 20 лет. И, конечно, начинался он 25 человек во дворе музея краеведческого. И в последний Сабантуй, крайний Сабантуй, собрал более 5000 гостей, притом не только со всего юга России, очень много не татар, просто гостей праздника. Он им полюбился, они посещают этот праздник, говорят, встретимся на Сабантуе, от Сабантуя до Сабантуя живем. Как-то в чем еще переплетение с казачьим народом? То, что наши друзья-казаки
не скрываясь, говорят: мы в своих играх шармицы, побывав у вас на Сабантуе, позаимствовали некоторые игры и борьбу. И это очень хорошо, когда идет взаимопроникновение культур. Если праздник Сабантуй станет одним из праздников Ростовской области, то это будет очень культурно привлекательным туристическим объектом для нашего региона. Да, мне тоже кажется, что на это будет очень здорово. Да. Он проходит на свежем воздухе. Любой желающий может прийти, поучаствовать, выиграть подарки, посоревноваться в беге с ложкой и яйцом, то есть достать там монетку из кефира, тоже очень интересный конкурс. Выковать монетку, там Да. еще что-нибудь. Да, я видела, мне тоже очень понравилось, детям моим тоже все понравилось. Но для мужчин, конечно, борьба – это становится то место, которое, знаете, такое сакральное место, которое они для него потеряны. Сначала проходит борьба среди детей, потом юношеского возраста и потом по весовым категориям. И главный батыр, выиграв подарок, он берет на свои плечи барана и проносит по всей площади, чтобы все видели, как он заслуженно победил. Вот это такая особенность, да, ты уже Это, скажешь? да, честь и гордость, что побеждает. Здорово. А вот каким образом сейчас сохраняются культурные традиции у татар среди молодежи? Ну, может быть, это воспитание в семье или какие-то мероприятия этому способствуют? Вы знаете, очень хороший вопрос. Я подготовила подарок для вас, книгу. И знаете, то есть текст, да, самый простой способ учить русский язык и сохранять культуру – это начинать с детства, с семьи. Если в детстве вы начинаете учить татарский язык, пить вместе чай, ходить в гости, петь песни, то и в молодости ты не будешь стесняться своего языка. Наш город Ростов-на-Дону, он является столицей Южного федерального округа и воротами в Северный Кавказ. Поэтому наша татарская молодежь, ростовская, донская, она дружит с молодежью регионов ЮФО и СКФО. В феврале 2021 года в городе Астрахань наша молодежь принимала участие в татарском КВН, где заняла второе место, одно из призовых мест. Молодежь посещает Республику Татарстан, на дни татарской молодежи, на международные форумы ездит. Ни один сабантуй или мероприятие не проходит без участия молодежи. В этом году наша участница, ростовская татарочка Галия Полютина, поучаствовала в международном конкурсе «Татар-КЗ» и вышла в полуфинал. Впервые за 20 лет с момента проведения этого конкурса Ростовская область была представлена участницей, которая заняла одно из призовых мест. Татарская молодежь, как и все татары на Ростов-на-Дону, являются центром Юга России. И очень рады принимать в гостях татар и всех соотечественников из других регионов. В прошлом году, в год столетия образования Татарской Республики, был выпущен совместный документ, в числе которых приняли участие и ростовские татары. Это называется «Татары. Стратегия действия», где говорится о важности сохранения родной культуры, родного языка на благо нашей Родины России. Здорово. Я думаю, что все планы обязательно должны сбыться. Это вот Да. именно как раз... Да, всё это для описано, вас, да. Она сделана на двух языках, на русском и на татарском. 2021 год в Республике Татарстан объявлен годом родного языка, народной культуры, годом татарского народа. Мы проводим различные конкурсы к этим мероприятиям, выставки, праздники. И вот- да, вот она разделена, да, на татарские и на и русские. Очень интересно, обязательно почитаем. Да. Это будет в нашу копилочку Да, национальную. я думаю, что любому народу, неважно, татарин он или какой-то другой национальности, будет интересно использовать эти правила для сохранения культуры своего народа. Мгм. Хорошо. Ну вот еще раз про сплоченность, да, я знаю, что мы уже говорили о том, что татарин, где бы он ни родился, он всегда старается найти своих для того, чтобы быть совместно праздновать праздники, да, то есть соблюдать традиции и всему остальному. И мы уже говорили про праздники, если праздник, то это с широким размахом души, если это помощь кому-то, это всем поселкам, городам, селом. И я знаю, что татары – это народ
живущие и работающие на созидание. То есть они никогда не ждут, да, что им принесут все на блюдечке с голубой каемочкой, все это счастье. Они все это тщательно берегут. И расскажите нам, пожалуйста, так ли это в том, о чем я сейчас рассказала, и сохраняется ли вот эта сплоченность до сих пор, вот по сей день, здесь, на Донской земле у нас? Действительно, может быть, не так много активных людей, да, среди татар, потому что у всех какие-то свои дела, заботы. Но то, что вы говорите о помощи близким, о сплоченности, это есть, это дорогого стоит. У нас есть старое татарское кладбище возле Текучева, в котором уже заброшенные могилки, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. И татары постоянно, ежегодно, несколько раз в год проводят там субботники. Все от мала до велика, мужчины, женщины, дети, все дружно берутся и убирают заброшенные могилки. Потому что это говорит о том, что если мы не будем заботиться о наших предках, то что мы можем оставить своим потомкам? Уже на протяжении многих лет проводятся курсы татарского языка, и благодаря Центральному духовному управлению мусульман мы проводим еще и основы ислама, потому что большая своя часть татары – это мусульмане. И мы проводим все эти занятия абсолютно бесплатно по учебникам для русскоязычного населения, потому что татары за 1000 с лишним километров находятся от исторической родины. Мы живем всегда среди русскоязычной среды, поэтому призываем всех родителей приводить своих детей раз в неделю на часовое занятие по изучению татарского языка и основ ислама. Будем вас ждать. Рахим Итагис, добро пожаловать. Обязательно ежегодно мы проводим джалиловские чтения. Это чтения, посвященные великому поэту, герою Советского Союза Мусы Джалиля, где мы читаем не только его стихи, но и стихи всех поэтов-фронтовиков. Проводим дни родного языка. Это проводятся они в апреле, ко дню рождения Габдуллы Тукая, великого татарского поэта. И очень масштабные праздники. Вот эти два праздника, джалиловские чтения и Дни родного языка, которые должны помочь нам сохранять свою культуру. Уже несколько лет мы участвуем в акции «Татарский диктант», «Татарчий диктант», где пишем как онлайн в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, так и офлайн. Диктант, и никогда у нас не получали ниже 3 люди. То есть все равно все стараются участвовать. В допандемийные времена мы ежегодно проводили концерты государственных ансамблей Республики Татарстан либо Республики Башкортостан. И они всегда пользовались популярностью. Вот у нас в допандемии в ноябре 2019 прошел концерт в ДК «Россельмаш». Более 800 человек смогли посетить, но полная вместимость была это. Это очень приятно, что люди помнят, ждут и заботятся и сохраняют свою культуру. Очень здорово, да. Надеемся, что так будет и дальше, и что это будет с каждым годом все больше и больше более востребовано, да, то есть не будет все это уходить на нет. Будем надеяться, что все-таки молодежь и новое подрастающее поколение будут тянуться к своим корням, к своим истокам, да, исследовать и сохранять эту культуру и традицию, потому что на самом деле это очень интересно. Я считаю, что не зная свою культуру, да, не зная своих традиций, человек просто остается никем. Согласитесь, да? Вы абсолютно правы. И, конечно, самое главное, на что направлено, это на работу с молодежью. Потому что если молодежи будет неинтересно, то они вырастут неинтересными взрослыми. Расскажите, пожалуйста, про особенность национального блюда, которое везде узнаваемо, которое самое любимое у татар. И вот хотелось бы узнать его. Оно одно, либо их несколько? Да. Конечно, самое узнаваемое блюдо – это чак-чак. Это наше праздничное блюдо. Когда был чемпионат мира по футболу, большой чак-чак стал рекордсменом книги Гиннесса России. То есть он был испечен самый большой. Любой праздник, любой день рождения, любая встреча или мероприятие никогда не обходятся без чак-чака. Ну а в повседневной
жизни татары используют, знаете, такие национальные блюда. Все татарские блюда можно подразделить на состоящие из мяса, картошки и теста. То есть это либо мясо с тестом, называется перемящ, либо картошка с тестом, называется кыстыбый, либо картошка, мясо и тесто. Это есть очень вкусное и блюдо, если кто-то будет в Татарстане, обязательно попробуйте эчпачмак или треугольник. Ему даже в Казани сделан памятник поставлен, потому что это тоже является одним из самых узнаваемых блюд Татарстана в виде треугольника. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, про особенность национального костюма. Вот вы сейчас в национальном костюме. Да. Есть ли какие-то, я знаю, что они есть, отличительные черты именно татарского костюма, женского? Да. Обязательное в татарском национальном костюме – это вышивка растительного орнамента. И в следующем году, в 2022, мы начинаем открытие творческой мастерской «Татарский орнамент», где всех желающие абсолютно бесплатно смогут познакомиться с особенностями татарского национального костюма. В татарском национальном костюме обязательно используется вышивка в виде орнамента. И чаще всего используется цветок тюльпан, потому что тюльпан, он является таким, знаете, тоже узнаваемым символом татарского орнамента или какого-то татарского народа. У нас даже на платках, вот на всех, то есть мы можем посмотреть, то есть в орнаменте есть тюльпан, либо переплетение растительных узоров. Татарская одежда женская, она в основном состоит из платья и из шароваров, штанов под них, то есть кюльмя и штан. То есть обязательным головным убором является колфак. Он может быть как маленьким, так и большим колфаком, то есть вышитым бисером, жемчугом, атласом, то есть это все в зависимости уже от состояния семьи, от финансовой. Но вышивать начинали с самого детства. Готовить приданое, вышивать. Татарские девушки, полотенца, все начинали с самого детства готовить, сундуки с приданым. То есть, как и у донских казаков, Да, сундуки готовились с детства. да, сундуки и приданое Хорошо. готовилось с детства. В каких регионах видны яркие черты и особенности татарской общины и их лидеров? Есть ли такие регионы, либо они все одинаковые, везде, в каждом регионе? Нет, Все по-разному. Нет, конечно, все зависит от численности татар, которые проживают в данном регионе. К примеру, в Ростовской области проживает около 14 тысяч человек татар. И это очень маленькое количество в нашем многомиллионном регионе. В Астраханской области там проживает около 100 тысяч татар, что дает больше возможностей для открытия специальных татарских школ, садиков. Но все татары, где бы они ни находились в России, в Татарстане, за рубежом, они все равно все одна большая семья. Как бы ни назывались, там сибирские татары, мишары, еще татары, то есть разные. Мы все одна большая семья татары. И вот это деление по национальностям, вы знаете, когда я посмотрела, сейчас перепись идет населения, и когда в переписи 2002 года было более 30 поднародностей татары, это неправильно. Мы все, где бы мы ни проживали, в каком бы регионе, мы все объединены одной общей исторической родиной. Мы все один народ татары, и нам не надо разделяться, а быть только всегда вместе. Поэтому призываю всех помнить о своем народе. Я бы еще хотела спросить про украшения, женские украшения. Да. Здесь у нас, допустим, представлены, сейчас некоторые женские украшения, это броши, я так понимаю. И я знаю, опять-таки по истории, что татары именно занимались чеканкой, изготовлением из металла, из драгоценных металлов. Именно и славились они именно украшением таких женских, брошь, серьги, какие-то нагрудные украшения. Да, это на самом деле реплика настоящих украшений, но сделанная она именно по музейным лекалам. Мы для общества
заказали для нашего будущего музея. Оригиналы таких украшений хранятся в Татарстанском музее. А реплики, то есть это действительно были, знаете, такие украшения хаситы, которые шли, как это сказать, через плечо, то есть украшались хаситы. Они украшались такой вот вышивкой различной, монетами могли, да, вот как вы говорите, там чеканными, золотыми монетами, серебряными. И оригиналы хранятся, но вот чтобы мы в своей культуре использовали и не забывали. А сейчас продолжается вот это вот наследие? Сейчас татары продолжают заниматься этой чеканкой, либо же они уже как-то подстроились под Вы знаете, новое время? Очень мало умельцев-мастеров осталось, так как прошло вот время, когда все казалось народно, это что-то устаревшее, это неинтересное и ненужное. И поэтому молодежь не хотела принимать опыт своих предков. И поэтому сейчас все эти украшения – это возрождение, это заново учатся ученики. И по факту, по пальцам можно пересчитать, мне кажется, даже меньше 100 человек на всю Россию осталось людей, которые занимаются вот чеканкой, изготовлением украшений, которые можно приобрести, который, как говорится, не новодел, а именно исходя из исторической ценности, то есть сделанной репликой. Да, но мне кажется, это не только в татарской национальности, мне кажется, это такая, к сожалению, да, подводочка к тому, что утеряна вот эта вот связующая нить, где-то когда-то был какой-то пробел, да, то есть шли мастера, молодежь все это принимала, так же, это как и у было, казаков. а потом... Ведь уже некому выделывать на гайке, папахи. Осталось мало. Осталось очень мало. И вот то же самое передача поколений, так же вот как и в татарском народе, либо в любом другом, вот народные ремесла, они, к сожалению, умирают и остаются только вот в этнических коллекциях, в музеях, но не используются в повседневной жизни. Хотя вот мы можем, конечно, смотреть, да, как вот новое веяние, новые этномоды, где в своих коллекциях, да, дизайнеры используют и элементы татарского костюма, элементы русского костюма, но, к сожалению, вот как-то в повседневной жизни мы почему-то их не используем, хотя очень бы хотелось. Да, очень жаль, но мы, в свою очередь, поблагодарим вас за такой интересный рассказ, за интересное интервью, и я очень надеюсь, что дружба донских казаков с татарами никогда не прервется. И самое главное, чтобы у нас не было различия татары, казаки, Узбекистан, да, еще там кто-нибудь. Главное, чтобы мы жили все дружно, мирно. Я благодарю вас за интервью. Да. Очень вам интересно. спасибо. На самом деле, вот очень большую работу, вот сейчас даже, не знаю, на камеру нет, проводит правительство Ростовской области и администрация города Ростов-на-Дону. Потому что у нас живет действительно более 150 национальностей, и у нас нет никаких конфликтов, у нас нет каких-то трений на национальной почве. Любой праздник татарского народа, таджикского народа, греческого народа, еврейского, все национальности всегда приглашены. Как руководители обществ, так и просто члены общины. Все праздники делаются для всех народов. И, наверное, именно в этом большая заслуга вот всех наших народов, которые дружно живут. Мы на Дону мирно очень живем. Дай Бог, чтобы мы дальше продолжали существовать мирно. Спасибо вам огромное. Вам спасибо большое. Всего доброго. Всех благ. Донские татары – народ немногочисленный, но они, несомненно, оставили свой след в истории казачьего края. Не так много национальностей осталось в современном мире, кто свято чтит древние традиции и по возможности старается их соблюдать. Татарский народ – один из них. Они придерживаются старинных ритуалов и считают их обязательными для выполнения даже в наши дни. Конечно, мир технологий вносит свои коррективы, добавляя что-то новое в повседневный быт, но и для старого у татар всегда найдется местечко в доме. С течением времени, как бы того мы ни хотели, происходит ассимиляция нашего населения. Идет перемешивание культур. Но самое главное, что все мы продолжаем жить дружно.